Барыгызга да хәерле кичләр. Мин сезне күрергә бик шатмын. Әйдәгез, дәресебезне башлап җибәрик. Бүген инде безнең 10-нчы дәрес. Безнең тагын төгәли 10 дәрес кала бу дәвам итүче потокта. Добрый вечер, я вас всех очень рада видеть. Это уже у нас 10-й урок. У нас остается еще целых 10 уроков. Ну, не считая этого, имеется в виду. Так, әйдәгез, бер-берегезне сәламлик. Кемнәр монда, хәбәр бирегез. Давайте друг друга поприветствуем. Кто здесь, отзовитесь, дайте знак. Меня и по традиции буенча, мине яхшы ишетәсезме, мине яхшы күрәсезме? Шулай ук билгеләр языгыз. Ага, Марат монда. Хәерле кич, Марат. Дай угадаю, второй тоже будет мужской пол. У нас мужской пол только посещает онлайн уроки, остальные смотрят записи по ходу. Так, кемнәр бар монда? Так, мне показывает, что смотрят 2 человека. Шуның берсе Марат. Әйдәгез, активлаштык. Давайте поактивнее. Я очень ждала сегодняшней встречи, поэтому давайте, не подкачайте. Ага, ярар, Марат, бик яхшы. Бу мине бик куандыра, это меня очень радует. Так, ярар. Башлап җибәрәбез, каршы килмәсәгез. Если вы не против, мы начнем. Остальные, мне кажется, подтянутся. Но если нет, то Марат будет отдуваться за всех. Будет у нас сегодня онлайн индивидуальное занятие, получается. Ярар. Так, отлично. Так, начнем мы, как обычно. Гади конкурыш вазгыятьләре. Простые бытовые ситуации. А менә Ильяс та кергән. Хәерле кич, Ильяс. Әйтәм бит, у меня опять сегодня мужская компания. Мин там бүген ир-атлар арасында. Так, ярар. Гади конкурыш вазгыятьләре. Простые бытовые ситуации. Начнем мы с такого диалога. Диалогтан башлап китәсем килә. Гафу итегез. Сез миңа булыша аласызмы? Мин дус кызыма бүләк эзлим. Сезнең менә мондай балдак бармы? Хәзер эзләп карыйм. Минемчә охшаган. Әйе, бик матур. Алам. Ничә сум була? 3000. Кыйбат. Ташлама ясый аласызмы? Матур күзләрегез өчен ясыйм. Бик матур балдак. Миңа бик ошый. Зур рәхмәт сезгә. Исән булыгыз. Тагын килегез. Вот такой небольшой диалог. Ребят, скажите мне, пожалуйста, попробуйте написать, про что тут идет речь. Просто в 2-3 словах. Где находятся вот эти 2 собеседника? Напишите, пожалуйста. О чем это диалог? Ну, вообще просто, где находятся они и что они делают. Напишите, пожалуйста, что вы поняли. Хәйле кич, Азат. Менә бит, әйтәм бит. Опять мужская компания. На рынке или в магазине? Хорошо. Да, в магазине. Торгуются, да, кибетте. Да, они торгуются. Правильно уловили вес. Выбор кольца в ювелирном магазине. Да, Марат, все верно, точку. Хорошо, молодцы. То есть уже круто то, что вы уже на слух улавливаете, да, основной смысл хотя бы, о чем они говорят. То есть получается, Гафуйте, сез миңа булыша аласызмы? Простите, вы можете мне помочь? Мин дус кызыма бүләк эзлим. Я ищу для своей подруги подарок. Турция на рынке, да, там золото же есть, вот это желтое. Дус кызыма, это значит, дус кыз, это значит подружка, да? Подруга. Сезнең менә мондай балдак бармы? У вас есть вот такое кольцо? Балдак это кольцо. Хәзер эзләп карыйм, минемчә охшаган.
Сейчас я поищу, ну, то есть он находит, показывает, да, минимше шаган. По моему мнению, похоже. Эйе, бик матур, алам, ниче сумбула. Да, очень красиво. Беру. Сколько будет это стоить? 3000 эшмең, да? Кыйбат ташлама ясый аласызмы? Дорого. А вы можете сделать скидку, да? Матур күзләрегез өчен ясыйм. Сделаю за красивые глазки. Реально в Турции, походу. Или в каком-то цыганском. Бик матур балдак миңа бигыши. Зур рәхмәт сезгә. Очень красивое кольцо. Оно мне очень нравится. Зур рәхмәт сезгә. Спасибо вам большое. Исән булыгыз, тагын килегез. Будьте здоровы, приходите еще. Все понятно, да? То есть никаких сложностей. Так, это вот небольшой такой диалогчик был, и мы переходим с вами к теории. Мгм. Нет. Ну, за красивые глазки, наверное, уж не будут делать скидки парням. Скорее всего, девушка покупает подарок своей подружке. Хорошо? Это разговор продавца, получается, да, продавец мужского пола и девушки, женщины. Ну, что-то в этом роде. Понятно, да? Так, ярар. Хазар мине ихтибар белән тыңлагыз. Сейчас послушайте меня внимательно. Так, сейчас будет теория, а потом будет практика. То есть у нас все вот так вот, как обычно, по традиции. Хорошо? Сүз төркемнәре сан, части речи, числительные. Сегодня мы с вами будем проходить числительные. Числительные саннар сан – часть речи, которая обозначает количество предметов и порядковый номер при счете. А отвечает на вопросы нище – сколько, нищанше, который по счету, кюпме – сколько, много ли, нище – сколько. Напоминаем, существительное после числительных употребляется в единственном числе. Смотрим и вспоминаем урок номер 2. На их множественное число указывает числительное. То есть мы вспоминаем, да, вот, например, если мы хотим сказать 5 яблок, мы говорим биш алма. Понятно, да? У нас существительное окончание множественного числа не добавляются в данном случае, да? Например, 6 девочек, 6 кыз. Видите, никакие окончания не добавляются. Мы это проходили, просто сейчас вспоминаем. Искать рябез. Разряды числительных, бремлеклер, единицы, десятилер, десятки, югары разрядлар, высшие разряды. То есть все как обычно. То есть у нас есть единицы, которые состоят из одной циферки, десятилер, десятки, двузначные, да, получается, и югары разряды, высшие, то есть там трехзначные и так далее и тому подобное. Так, счет, мне кажется, уж до 10 хотя бы уж все знаете, да? Сейчас мы это проверим. Так, ну, конечно же, начинаем все с бремлеклерден, с единиц, да? Бер, ике, үч, дүрт, биш, алты, жиде, сигез, тугыз, он. И вот десятка, да, то есть это первый десяток, поэтому тоже просто для наглядности. Не подумайте, что мы считать не умеем, да? Так, дорогие мои, скажите мне, пожалуйста, ну я на 100% уверена, что со счетом вы знакомы. Беләсез дип уйлыйм. Язып җибәрегезче. Этот счет вам ясен, понятен, знаком, саный беләсезме 10-га кадәр? Беләсез, димәк? Ну, бик яхшы. Болай безгә, значит, җиңелрәк була. Димәк, безгә җиңелрәк була бүген. Это значит то, что нам будет сегодня намного легче. Хорошо. Смотрите дальше. Ну и двадцатки, ой, десятки, извините, это 10 это он, 20, 30 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Чтобы идеально знать циферки, просто нужно зазубрить, ну, в вашем случае это не нужно делать, просто надо выучить вот эти бремлеклер единицы и десятилер. И получается, можно потом их просто миксовать, и у вас получится делать новые числительные. Так, составные числительные.
Вы уже знаете, что числительные от 11 до 19 образуются путем объединения основ числительных без их изменений, пишутся они слитно. Мисал, un ber, un плюс ber, да, унике, un ике, un эш, un плюс эш и так далее. Хан башкалар. Все остальные составные числительные также образуются путем объединения их основ, но пишутся раздельно. Мисал, егерме бер, егерме плюс бер, да, 30 эш и так далее. Хан башкалар. Mana bularni qabatlab ketamiz. Mana siz bilasizmi? То есть мы сейчас это просто повторяем для тех, кто еще будет наш урок смотреть, поэтому я все это объясняю. Хорошо? Так, смотрите. Счет от 20 до 100 производится как по-русски. Егерме, жите, или сигес, туксан, тугас. То есть также 99. Сначала идет вот это название десятка, а потом уже единичку добавляется, да? То есть ничего какого-то такого нового, сверхъестественного тут нет. А счет на сотни идет следующим образом. Тут немножечко есть отличие. Ну, в принципе, оно не такое значительное. Вот смотрите, 185. Для того, чтобы сказать 185 на татарском языке, вам нужно будет поступить следующим образом. То есть сначала мы говорим yes, 100, получается, да? А потом уже просто 85. В принципе, то же самое. Yes, 85. Напоминаю, пишется это раздельно. Например, если вы хотите сказать 368, вы уже говорите, то есть это по-другому получается, если дословно прям переводить на русский язык, это получается 368. Понятно, да? Но 300 же это 3 сотни. Вот. 897 тоже сигез туксан жиде. То есть опять-таки 897. Понятно, да? Ну, если вот так вот дословно переводить. И часто говорят ездебер, ездейки, мендеун. То есть вот это как раз-таки частичка «д» говорит, как будто получается ездебер – это же 100. Ну, то есть получается 1 и 100. Ну, если уж дословно переводить. Ездейки, сотня и 2. Ну, вот так вот, да? Но это не так часто говорят. Употребляют, конечно, ну, вам достаточно даже уже знать, вот как основа будет, как уже я вам только что говорила. Есть 85, здесь 90 Все. Не забудьте, что аффикс «нч» добавляется только в последней цифре. То есть, например, чтобы сказать 857, да, мы просто добавляем в конце окончания «ы». Вот. Сие защитмеш бишенче. Понятно, да? Опять-таки, смотрите, тут момент такой. Биш, это же на ше заканчивается, то есть на согласную, да? Тут нет маслица, ну, я опять-таки к своим странным правилам, да? Поэтому будет окончание с буковкой начинаться на гласную. А так как биш это мягкое слово, поэтому будет бишенче. А если вы, например, хотите сказать шестой, то это будет алтынче. То есть будет уже твердое, да, ведь? Например, если вы хотите сказать седьмой, жиде, а вы знаете, что жиде оканчивается на гласную, то тут уже никакого маслица не нужно, просто нче будет добавляться. Понятно, да? Вот такой момент есть. Он не такой уж, конечно, там очень сложный и так далее, но он все-таки имеет свою весомую роль. Хорошо, это нужно запомнить. Так, дальше поехали. Теперь попробуйте мне написать, пожалуйста, вот эти циферки на татарском. Давайте сделаем так. Азат, тебе первые 3 цифры. Ильяс, тебе вторые, ну, 92, 857, 216. А Марат, вам 923, 38, 416. Все понятно? То есть первые 3 циферки Азат, потом далее 3 циферки это Ильяс, и далее последний, ну, предпоследний получается. 3 циферки это получается Марат. Все всем понятно? Работаем. Эшлибес. Я жду ваших ответов. Не забываем то, что подсказочка, да? То, что вы эти видите, до 11 циферки пишется
Видно. А дальше уже раздельно. Угу. 92. Ильяс молодец. Так, Азат. 146. Хорошо. 784 deriz. И 391. Ага. 144. Это вы про что? Тоқтали? 144. Почему 44? Откуда вы это взяли? Азат. 46 бетінде дерес неше 44-ке өзгертіңсің сен. Так. Ага, Азат справился. Азат пока следит глазками и помогает мне выявить ошибки, которых, надеюсь, у нас не будет. Так, нет, нет, нет. Сигес просто. Яма? 8 сотен, Ильяс. 8. Не 80 сотен, а 8, хорошо? Поняли ошибку? Марат, а вы где? Марат, жду ваших ответов. Так. Ильяс, вы поняли ошибку, что я вам хочу донести? 60 это 80, а нам надо 8 сотен. Угу. Вот теперь правильно. Сигес ес или жиде аедерес. Хорошо. Так, 216 у вас осталось. И Марат, вы с нами? Марат, вы с нами? Вы с нами? Вы с нами? Прием, прием. Друзья, я урок веду. Пожалуйста. Так, 216. 216. И давайте... Почему ваш не выходит, я не знаю. В чем проблема? Вот я ее обновляла уже, я не знаю, почему. А может у вас они не отправляются? Потому что у меня не выходит ничего. Вот у других выходит, ваш плюсик последний есть, а другие нет. Может они у вас не уходят? У вас соединение хорошее? Потому что у остальных я вижу, а ваши нет. А, вот. Азат тоже не видит. Может, этот у вас не отправляются они? Вот этот же отправился? Вот. Значит, не я одна только вижу. Значит, ваш. Ага. Марат, давайте попробуйте сразу. Вот же получается, сейчас отправляется. Так, хорошо. И давайте... То есть вам получается 923, 38 и 416. Так, Азат 13 и 87 Ильяс. 87 Ильяс. 13 Азат, а вот этот 3869 мы сейчас вместе сделаем. Сейчас пока дождемся от Марата, и вы тоже напишите Азат Ильяс. Так. Получается? Унеш. Жингалейма. Это очень просто. Давайте. Ильяс тоже 87. Марат, как с соединением? Попробуйте отправить, пожалуйста. Может, не нажимается? Такой тоже. Почему так происходит?
Ну, вот эти-то отправляются, вот эти же сообщения. Почему? Вот сейчас попробуйте отправить так же, с таким же способом, как написать, 4 раза уже отправил. Почему-то я же не вижу. Мгм. Так, почему так? Попробуйте сейчас отправить. Так, вам 923. Ничего, что я подсматриваю. Ильяс, мы же учимся, так что это нормально. Главное, чтобы у вас в памяти осталось, и чтобы вы понимали, как это все происходит, и сам процесс, чтобы у вас ошибок в дальнейшем не возникало. Мы учимся. Да, может, вам тяжело еще, это процесс учебы. Вот, 9:23 менә килде хәзер. 9:23 дөрес. Ага. И 38, и 416. Мгм. 38, әйе, и 416. Мгм. 416. Так, кто мне сможет написать, пока Марат пишет, да, вот эту последнюю циферку? 3869. Кто? Давайте попробуем. И что я исправлю и объясню. Мгм. Әйе, 416. Әйе, дұрыс. Молодцы. Все, отлично. Давайте теперь на всех троих вам задание. 3869. Кто сможет написать? Мгм. Камня зала. 3869. 3869. Как будет? Айсылс әйтә ала. Кто молодец? Кто молодец? Я молодец. А, Вот Азат торопишься? Да. 3869. Аңладыңыз, как это произошло? Да, как раз таки тысяча это мең. 3000, 3000, 800, 800 получается. 800, 60 получается 9. Понятно, как произошло? И вот как раз-таки сейчас плавненько я перехожу к тысячам. Там тоже такой же процесс. Вот, смотрите. 1000 это будет мень. Мень. И вот как раз-таки мень это 1000. Вот как это, есть, например, это значит сотня, да, 100. Вот. И вот для того, чтобы сказать 2000, 3000, просто вы в начале перед мень добавляете циферку. Например, ике мень. Это будет 2000. То есть это 2000. Понятно, да? Например, если вы хотите сказать 6000, то это говорите уже алты мень. Понятно? Это 6000 получается. Просто принцип один и тот же. Там вот в татарском языке циферки, они логично построены. Не надо его придумать. Там не сложно, как в немецком языке, например, как в английском и так далее. Здесь все вот логично. Понятно? Просто вот эти надо циферки запомнить, десятки и вот эти а, дюжины, например, да, все остальное. И все. Остальное будет как уже по наработке. Понятно, да? Ярар, мин бик шат сез аңлагач, мин бик шат. Так, ярар. Ну, это тоже самопроверка. Так, теперь, смотрите. Вы уже знаете, что в отличие от русского в татарском языке после числительного существительного употребляется в единственном числе, так как на
Ниша, сколько, да? Берниша, несколько. Например, бер сум, биш сум, 1 рубль, 5 рублей. То есть, например, бер хата, биш хата, 1 ошибка, 15 ошибок. То есть, например, смотрите, если вы хотите сказать, берсум, это же понятно, что 1 рубль, да? А 15 это уже много, это же несколько, это уже не один, их 15, понятно, да? Берхат, бернишахат. Смотрите, одно письмо, а тут несколько писем. В русском языке писем, видите, там есть окончание. Берниша – это значит несколько, да? Там тоже будет существительное в единственном числе. Понятно, да? Такой же принцип. Так, дальше. Берунша – 1 игрушка получается, да? И куб – много игрушек. Понятно, да? Тут тоже существительное будет также в единственном числе употребляться, то есть без каких-либо окончаний. Это понятно? Мысы аңлашыла ма? Мен көшем? Сіз яза барыңыз, мен аймақ комментарийларыңызды, мен шоя сізге аңлатамын, Вы пишите комментарий, я дальше продолжу. Хорошо? Так, күпме һәм ниша сүзләренең куллануы. Использование слов күпме и ниша. Так, күпме обычно употребляется с названиями предметов, не поддающихся счету. Мисал, күпме сәт, күпме вакыт. То есть мы же не можем сказать бер вакыт, ике вакыт, эш вакыт, да? 1 время, 2 время, 3 время. Ну не можем никак. Или, например, 1 молоко, 2 молока, 3 молока. Ну мы так не говорим, правильно? Это неправильно. Вот когда мы не можем исчислять, это как бы получается, не поддается счету, да, то употребляем вот это слово «күпме». Сколько? Понятно, да? Хотя может употребляться и с названием предмета, поддающимся счету. Но чаще всего вот не поддающимся счету. Например, «күпме жауап». Жауап. Сколько ответов? Например, смотрите, нище употребляется только с названием предмета, поддающимся счету. То есть мы не можем сказать нище сет, нище вакыт, там вот это неправильно. Понятно, да? Это даже стилистически или это лексически тоже неправильно, это будет ошибка. Вот. Например, нище курши, нище тие, нище сагат. Понятно, да? То есть сколько соседей, сколько белок или же копеек, тиен это и копейка, и белка. Ниша сагат, сколько времени. Понятно, да? Понятно, в чем различие? То есть если слово не поддается счету, да, оно какое-то более либо абстрактное, либо, ну, оно не измеряется, то есть она не поддается счету, ну, вот как молоко и, например, время, да, то тогда күпме. А если уже остальных случаях, когда поддается счету, это чаще всего получается остальные предметы, то уже употребляется нище. Понятно, да? Так, ярар алгатама. Теперь быйрак фигыльның күплек саны. Повелительное наклонение во множественном числе. Вы уже знаете, что повелительное наклонение в единственном числе дает по-татарски одновременно и корень слова. Ю, мой, тор, встань, я, закрой. Вот. Дальше. Повелительное наклонение во множественном числе образуется из единственного числа повелительного наклонения путем добавления аффикса гэс, 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 эгес. Твердо запомните. Не не то есть получается е, уй, ла, гэс. Подумайте. Шығығыз, выйдите. Эзлягіз, ищите. Киегіз, наденьте. Ударение остается на первом слоге. Понятно, да? То есть добавляется гэс, гэс. Если слово заканчивается на гласную, да, получается. И если на согласную, то гэс, эгес. Понятно, да? Например, если вы хотите сказать мой, ну, ю, да, ты мой. Теперь, если вы хотите сказать мойте, мойте, давайте быстрее мойте, да, то в этом случае будет юэгс. Понятно, да? Например, встань, встаньте, тырыгыз. Я, закрой, ябыгыз. То тут уже П превращается в Б. Ну, я вам это объясняла, сочетание. Понятно, да? Вот, тоже уйла, уйлагыз, шығығыз, ізлегіз, киегіз.
Вот. Вот такой момент есть. Хорошо. Алга таба киттик. И отрицательный аффикс маме ставится перед гс. Ударение падает на слог перед отрицательным аффиксом. Ну, то есть, например, можно же и что-то отрицательное сказать, да? То есть, например, югалт, потеряй, не теряйте, например. Например, если вы хотите сказать югалт, это потеряй, а вы хотите сказать не потеряй, югалт ма, а тут уже много, ну, как бы сказать, во множественном числе обращения не потеряйте. Югалтмагыз. Опять-таки вот это ма, она втискивается, получается, в середку. Силеш, разговаривай. Силешме, не разговаривай. Силешмегез, не разговаривайте. Понятно, да? Щак, выходи. Щакма, не выходи. Щакмагыз, не выходите. Тут все просто, в принципе. Хорошо? Anlaşıldı, anlaşıldı. Так, теперь вы сами попробуйте сказать. Так, давайте так опять сделаем. Азат, первые 3 тебе. Ильяс, вот это 3 остальные тебе. И Марат, не подсылайте, закройте дверь, расскажите тоже вам, получается. Хорошо? Давайте, пишем. Перевод. Угу, я жду. Так, қоймағыз, әйе, дұрыс. Қоймағыз, дұрыс. Түрігіз, ага. Нет, сейчас подойдите. Кладите, позовите. Найдите. Поднимите. Күтер. Ильяс. Күтер. Нема? Күтер. Смотрите. Күтер – это подними. Күтер, подними. Угу. Тұрығыз – это поднимитесь. Нема? Тұрығыз. Типа встаньте. Угу. Көтәрігіз, әйе. Так, шақырығыз. Қорықмағыз. Қорықмағыз. Правильно, хорошо. Так, Марат, жду от вас ответ. Угу. Найдите. Ильяс, как будет найдите? Угу. То есть получается не кладите. Давайте пройдемся еще раз. Не кладите. Қоймағыз, әйе, дұрыс. Позовите. Шақырығыз, әйе. Не бойтесь. Қорықмағыз. Ага. Найдите. Ну где отправил, Марат? Мы не видим. Вот почему-то эти-то же приходят смс-ки, а те нет. Вам не кажется это странным? Может, вы не должны... Оф, язык заплетается. Может, басылып этмейдір кнопкасы? Так. Забыла эти 2 слова. Хорошо. Вспомним. Смотрите. Так, не бойтесь. Ага. Найдите. Тап. Помните? Тап. Дальше сами делайте. Тап, найди. Так, не болейте. Ауырма. Аур это болей. Сами сделайте. Я вам просто даю повелительную форму не в отрицательной. Положительной форме.
Так. Мгм. Табылыз, ауырмағыз. Әйе. Так, хорошо. Так, теперь не посылайте, закройте дверь, расскажите, это Марату остается. Марат, надеюсь, вы к нам присоединитесь. Так, не спешите, давайте попробуем, не спешите. Кто знает, не спешите, как будет. Не спешите. Кембле, не спешите. Почему? Странно, но у нас-то нет этих. Ребят, вы тоже не видите? Да, Марат, я увидел в WhatsApp фотку. Так, сейчас. Жибермегес. Не посылайте, да? Закройте дверь. Ишикне. Или ишикне просто. Яма? Ишикне ябылгыз. Так. И получается, расскажите. Сейлегес. Яма? Расскажите. Сейлегес. Яма? Ну, не видно почему-то. Нет, я понимаю, если бы проблема была, если бы я только не видела. Ну, Азат и Ильяс тоже же не видят. Вы же... Мгм. А вот эти-то сообщения вам приходят, вы же можете отправлять именно только задание. Почему он так интересно? Не понимаю. Так, ашықмаңыз, да, не торопитесь. Мгм. Так, снимите рубашку. Напишите. Не спешите, ашықмаңыз, да. Ашық это получается спеши. Ашықма не спеши, ашықмаңыз не спешите. Давайте, снимите рубашку. Ну, почему-то у вас только. Да, странно, очень странно. Снимите рубашку. Ну, например, смотрите, я сейчас попробую отправить. Но у меня сразу отправляется. Вы видите, да? Угу. Только смотрите, кульмек. Не, да, да, да. Марат, не просто кульмек саловос, да, а вот именно кульмек не. Я тут же именно снимите рубашку. Конкретно то, что рубашку. Ема? Кульмек не саловос. Эйе. Так. Не ударьтесь. Как будет? Не ударьтесь. Ударьтесь как будет? На Б. Сразу вам подсказку говорю. На Б. Б. Мгм. Мгм. Так, не ударьтесь. Хорошо, Марат. Так, не ударьтесь. Как будет? Не ударьтесь. Да. Бермегес. Ну, это не ударьте, а берельмегес. Бермегес это не ударьте. А тут не ударьтесь. Бермегес, ну то есть берме не ударь, а берельме. Берель это ударься. Сейчас я вам напишу. Берельмегес. Поняли? А бермегес не ударьте. Вот, например, что-то стеклянное там, например, да, коробки несете, вы говорите там бермегес. То есть не ударьте, не разбейте, да? А берельмегес это вот именно не ударьтесь. Берельмегес еще употребляется и по отношению к машине, то есть ударьтесь машинами, например. Понятно, да? Машина белән берельмәгез и так далее. Аңладыңыз? Айырмасы неде? В чем разница? Мгм. Думай. Ничек була? Думай. Как будет думай. Думай, голова, думай. Ничек була? Да, уйла, конечно же. То есть уй это мысля, то есть уй.
Фикр, ну, да, ой это миңа ой барлыкка келди, то есть мысль получается. А уйла непосредственно это уже думай. А если вы хотите сказать, например, не думай, уйлама, имя. Если вы хотите сказать не думайте, уйламагыз. Тут все просто. Так, дальше. Не спрашивайте. Как будет? Не спрашивайте. То есть отрицательное, да? Не спрашивайте, как у меня дела, например, да? Мгм. Как будет так? Не спрашивайте. Не спрашивайте. Сұрамағыз. Әйе. Сұра, спрашивай, сұрама, не спрашивай. Сұрамағыз. Все, отлично, справились. Аңладығыз? Закрепили? Мгм. Так, ну это уж глазками пробежали, то есть не кладите куймағыз, позовите шақырығыз, не бойтесь қорықмағыз, найдите табығыз, не болейте ауырмағыз, поднимите көтеріңіз, или, да, көтеріңіз получается. Не посылайте жібермәгіз, закройте дверь, ишікні ябығыз, расскажите, сөйләгіз, не спешите, ашықмағыз, снимите рубашку, күлмәкні салығыз, не ударьтесь, бәрілмәгіз, думай, уйла, не спрашивайте, сұрамағыз. Например, да, сұрамағыз хәлләрімді, да, не спрашивайте, как у меня дела, например. Так, теперь это новые слова, я вам тоже это скриншот отправлю, хорошо? Так, это ай, луна, либо месяц, то есть отрезок времени. Например, бірінші ай, например, май айы, месяц май, да, например. Одна– это неделя, баш– голова, вершина, верхушка, начало. То есть вот в татарском языке все это одним словом. То есть, например, голова человека, это тоже кшибаша имя. Например, вершина горы, допустим, таубаша, верхушка дерева, например, да, агач башы. Например, начало концерта, концерт башы, китап башы, например, начало книги, да, аңладыңыз? Или, например, это только начало, например, әлі бұл башығына, аңладыңыз? Это все одним словом баш, просто добавляется определенное окончание. Ватыла, то есть, например, ватыл – это разбейся. Кайбер – некоторые, кәбісте – капуста, похоже слово на русский, кәбісте – капуста, легко запомнить. Мунща, все любят мунща, это баня. Ник, ниге, зачем, да, по-другому? Нищанще, который, какой. Если в ответе предполагается числительное санче, нищанще сыновта. Джиденщеде, например. Пешер, вари, пеки, готовь еду. У нас все пшрялят, у нас все готовят, получается. Все одним словом, пшер. Потом, пора делать что-либо. Вакат. Вакат джитте. Типа, наступило время. Так, например, пора домой. Иге вакат. Аңладыңыз? Так, пышмак, угол. Пышмак, треугольник. Все уже знают треугольник. Рубль за день, за неделю. Например, кінге атнаға бір сум. Это понятно, да? Новые слова. Так, ну некоторые уж не новые, уж многие знаете уже. Так, Яра Алгатова. Токмач – это лапша. Это вот национальное блюдо. Токмачлы аша имя. Аш на всяких вот этих Құран ашларында, вот когда бабушек же собирают Коран читать. Да. Хайбер. Не харбер. Хайбер. Азат. Так. Дальше. Токмач – это лапша, да, получается. Хатанкас – это значит и как женский. Например, хатанкас сумкасы. Женская сумка, да, допустим. И, например, если хатанкаслар или хатанкас – это женщина, либо женщина. Если относится к полу вне зависимости от возраста и семейного положения. Юан – умойся, юна – умывается, например, да. Якшамбекен – воскресенье, усе
расти, ус расти, да, получается, уся это будет растет. Дальше, уткен, прошлый, прошедший, или, например, ну да, прошедший человек, ну, то есть проходящий человек, уткен киши, например, да, вот можно, прошлое время, например, прошедшее время, да, уткен вакыт. Жиляк – это ягода, либо это, можно сказать, обобщенное понятие жиляк жимеш, жиляк, например. Син жиляк ашисма – это значит ягоды, не одна ягода, например, да, а много ягод подразумевается. Понятно, да? Так, вот. Теперь, если у вас вопросы есть, мы что-то сегодня быстро так закончили. Но это наверстали за то, что были те уроки у нас длинные. Так, теперь немножко я хочу с вами поболтать, если вы не против. Обсудить какие-то у вас, если есть вопросы. Так, сейчас, секундочку. Сейчас на полный экран режим перейду. Мы сегодня отлично справились. Так. Угу. Хатын bir кыз. Нет. Хатын кыз просто. Смотрите. Хатын кыз. Вот они через... Тут вообще прикол в чем? Это женщина. Хатын кыз. Смотрите. Хатын это, ну, смотрите, прикол такой. Кыз это девочка. Да? Девочка. Ну, издавна же считалось то, что, ну, женщины становятся, когда выходят замуж. Ну, вы понимаете, да? Вот, хатын – жена. И вот сочетание хатын кыз – это женщина. Anladınız? Ну, просто на речи, конечно, употребляется хатын. Бу хатын девейтеля. Ну, это же женщина, да? Но это уже какая-то такая уже замужняя, уже такая в возрасте употребляется. Понятно, да? То есть девочка, потом хатын – это жена, получается, и вот женщина уже получается, ну, которая замужняя, да, хатын кыз. Ну, уж и оттуда и пошло, сейчас не только замужним говорят, а просто женщина. То есть после 30 это хатын кыз. Понятно, да? Вот. В слове мужчина, конечно, там отличие. Там не такое, как бы, получается. Там вот, например, получается, малай – это мальчик, да? Мальчик. Вот. Ой, у меня транскрипция осталась. Так, татарская. Ну, малай – мальчик, понятно, да? Вот. Ир – это муж, получается. Сейчас, секундочку. Ир – это муж, да? Ир – муж. Обился груш. Вот. А почему ир ад? Это мужчина уже будет. Почему? Вообще, с исторической точки зрения, мы знаем то, что татары, они в основном все как бы были воины, ну, они скакали на конях. То есть, получается, ир, ну, то есть муж на коне, грубо говоря, если дословно так вот переводить, то есть, получается, ир-ат – это мужчина. То есть, ну, мальчика же не посадишь, правильно, на коня. Только такого уже развитого мужчину можно посадить на коня. Понятно, да? Иркыши. Ну, иркыши это... Можно еще иркыши, да, сказать. Человек-мужчина мужского пола. Можно иркыши девейтерге. То есть как молодой человек. Вот в русском языке же есть такое. Вот. Ну, а так вот по классической говорят ир-ат хатын кыз. Понятно, да? То есть мужчина, женщина. Ир-ат не говорит никому. Будут так называть мужиков. Ну, мужики, как говорил мой папа, всегда любил говорить, мужики на базаре семечками торгуют. Я не люблю, когда мужики называют. Некрасиво. Есть же красивое слово мужчина. Вот. И Ират тоже. Созревший для войны, да. То есть он может скакать на лошади. То есть это, ну, логично, да? Вот. В принципе, Ират. Почему? Азат, вы не хотите быть мужчиной? Вот, еще есть такие, тоже я вам сейчас дополнительную информацию дам. Вот, например, незамужнюю девушку, да,
принято называть, вот говорят же, мадемуазель, например, да, допустим. В татарском языке тоже есть такие словечки. Например, туташ– это незамужняя женщина. Незамужняя девушка. Ну, девушка в лайне. Так, вот. То есть вы, например, ко мне можете сказать Диляря Туташ. То есть я, потому что не замужем, поэтому Диляря Туташ. Понятно, да? Ага, Ира. Так, незамужняя девушка, да? А если это девушка замужем, ну, то есть уже женщина получается, то это будет ханам. Ханам– это уже замужняя. Вот, например, и вы хотите обратиться к кому-то, допустим, Диляря Туташ, то есть это получается уважительное, ну, то есть по этикету, да, так можно сказать. А, например, какая-то замужняя, допустим, женщина, обратиться вы хотите, вы можете ей сказать уже Захря Туташ, допустим, ну, именно, например, Алия Туташ, مثلا, Гульнара Туташ, ой, или Ханым, например. Ну, вы поняли меня, да? Вот. А, есть также слово «эфенде». «Эфенде». Это тоже уважительное отношение. Сейчас я поставлю. «Эфенде». То есть ну, это как бы получается, сейчас, почему мне не пишет, FN, что такое? Английский, что ли? Так, FND, FND, вот, да, ну, господин, вот такое уважительное отношение, например, Азат Эфенди, Ильяс Эфенди, Марат Эфенди, то есть это такое уважительное отношение, понятно, да? Вот. Так, дорогие мои, у вас есть вопросы по сегодняшнему уроку? Есть ли что-то, какой-то непонятные моменты? Мне кажется, сегодняшний урок был очень легким для восприятия и вообще. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте задавайте, чтобы у нас не было каких-то затруднений потом на следующем уроке. Сізге барысы да аңлашылды ма, барысы да ошады ма бүгінгі дәрісте? Айтыңыз, миңа обратную связь тезірек беріп алабыз. То есть дайте мне немножко обратной связи. Сұрауларыңыз бар ма? С числами просто. Да. На самом деле просто там, я не знаю, вам рассказывала или нет, у меня так уже много потоков было, то что я помню, не помню, кому рассказывала, вам рассказывала или нет, был такой момент, когда я учила первоклассников, и у меня были азербайджанцы. И был мальчик, его звали Канул, Канан, извините, Канан, девочка Канул была. И вот мы изучали цифры на татарском языке. Вот целый урок он просто, пыжился, никак не мог запомнить эти циферки. Я и так, и сяк, да, он прям из себя выдавливал просто вот это бер, ике, эш, там и так далее, да. К концу урока мы еле как выучили вот эти цифры от 1 до 10. И, все уже они там, да, 5 минут я им дала отдохнуть, первоклассники же. И он такой мне говорит: Диляра апа. Я говорю: что случилось? Я говорю: я знаю, а вы знаете, как будет по-азербайджански счет? Я говорю: нет, не знаю, мне интересно, говорю. Давай нам покажи и расскажи. И он начал так лихо считать точнее. Берика, эш, дёрт, беш, алты, чиды, сигас, тукас, он. То есть отличие одно, просто тукас. Понимаете, да? Вот. То есть хочу сказать, то, что счет у нас вот в этих получается, тюркских языках он похож. Вот. В принципе, если вы уже знаете татарский счет, вам будет проще намного. Там и турецкий, и азербайджанский, они все похожи. Там может просто отличаться одна циферка. Тугыз, например, там сиез может отличаться. Вот такие смешные случаи бывают в жизни. Не помню, рассказывал вам или нет. Так, хорошо. Сұрауларыңыз бар ма? Сұрауларыңыз бар ма? Болса, мен сізге жауап берем, и я побегу потом. На сегодня хватит. В турецком сильно от татарского отличается? Нет. В принципе, его можно понять. Вот сейчас многие увлекаются турецкими сериалами.
и там многие люди смотрят без перевода. Ну, кто татарский знает, имеется в виду. Там очень похожих слов полно. Ну, потому что это же одна языковая семья. Очень, ну да, конечно, понятное дело, что там очень много и других слов, но в принципе, если ты татарский знаешь, да, я могу понимать турецкий. Вот. У меня тоже братишки учились в татарско-турецком лицее, они спокойно понимали и турецкий, и татарский, и говорили, то, что действительно они похожи по строению и вообще в общем. Так что чем глубже вы изучите татарский язык, тем вам проще будет изучать другие языки, которые относятся к тюркскому этому. Даже вот для интереса, вот когда покупаете продукты, посмотрите состав. Там вот пишут по-казахски. Казахша называют. Просто почитайте. Вот, ну, это прикольно, как будто на татарском языке. Вот. Мгм. Сау болыңыз. Хорошо. Так, спасибо за сегодняшний урок. Спасибо, что были со мной. Менің белән булганыгыз өчен рәхмәт. Сорауларыңыз булса, беләсез кая язарга, знаете, куда писать. Спасибо. До следующего урока. Сау булыңыз.